Я полностью солидарен с тем, что сегодня не надо взрывать эту ситуацию. Конституционный суд четко определил, что да, президент в отставку не может идти, у него истекает срок. Распустить парламент остается полгода до президентских выборов. Если мы сегодня распускаем парламент, а кто дальше будет управлять страной? Это полный хаос. Мы хотим, не мы, а некоторые сегодня хотят довести страны до полного хаоса. Если президент уходи, парламент уходи, а кто будет сегодня править государством? Те, которые пришли на площадь, поставили свои палатки и с флагами иностранных государств, которые кричат, что мы на площади выберем новое правительство, которое из своих людей, разве мы им можем довериться? А противовес, вы знаете, ревность. Вот вышли одни, и у них, как говорится, неплохо получилось, потому что я смотрю, многие институты власти где-то уже даже перепугались, что вот они, начинают манифестации, митинги, все остальное, и нужно, как говорится, чуть не идти им на поклон. И тут же заревновали, как говорится, те партии, и Усатый, и Дадон, что вот перехватили инициативу платформа, да, которой даже не было, и тут же рядышком давайте мы свои палатки. Дошло до того, что они чуть не передрались. Но сегодня я был в Кишиневе, я смотрю, что Усатый и Дадон свои палатки уже выставили напротив парламента. Честно говоря, даже я остановился с машиной, прошелся, я удивляюсь вот таким непонятным манифестациям, где смотришь новые палатки, купленные из магазинов. Купили, поставили, людей нету. Пару человек ходит, а для чего их поставили? Для красоты, что ли? Едем дальше на площадь, смотрим, там тоже палатки, и снова в некоторых палатках кто-то есть, а большинство тоже пустующие. Так что это же самообман? Что мы обманываем сами себя? И чего мы хотим добиться? Конечно, если финансировать, любые митинги можно сделать, любое количество можно, как говорится, собрать на площади, но для чего? Самое главное, для чего? А я вижу, честно говорю, я хочу обратиться ко всем нашим жителям, что мы сегодня, Гагаузия, прежде всего должны думать о нашем народе, мы должны уйти от всех митингов, работать, делать все возможное, чтобы дать возможность правительству получить сегодня и кредиты, МВФ, для того, чтобы пенсионеры могли получить в ноябре-декабре пенсии, люди могли получить зарплату. Сегодня все аграрники ждут субсидий, потому что этот год был нелегкий. Многие посадили виноградники, сады, идет развитие животноводства. А сегодня средств нет на субсидии, это нужно получить. А ведь если предприятие не получит сегодня субсидий, у многих есть кредиты. Тут поголовье начал расширять, кредиты на субсидии не получит, кредитов нет, придется рубить и скот, уничтожать и все остальное. Естественно, что для того, чтобы развивать экономику, нужна тишина. А для того, чтобы была тишина, мы должны выбрать самое главное. Что главнее для Гагаузии? Просто шуметь, много раз мы шумели, из этого ничего не получали. Или же конкретно заниматься главным вопросом, который есть. А главный вопрос, я сказал, что это язык, русский язык, это квота в парламенте, это развитие экономики. Модернизации полностью экономики Гагаузии, модернизации всех наших предприятий и в первую очередь развитие агрохозяйств. Дать возможность, чтобы наше агрохозяйство больше могли сажать многолетние насаждения и развивать животноводство. Это увеличит рабочие места. И пока есть программа в стране, что идут субсидии, нужно максимально стараться поддерживать аграрное хозяйство, что они в этот период могли действительно заниматься в этом направлении и получать субсидии.